Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера состоялась видеоконференция между правительствами Кыргызстана и России. На ней кыргызский вице-премьер Эркин Асрандиев попросил российского вице-премьера Алексея Аверчука рассмотреть вопрос снижения цен на поставляемый в Кыргызстан российским «Газпромом» природный газ и добавил, что Бишкек надеется на положительный ответ. В текущей кризисной ситуации очень резко снизилась покупательская способность у населения. При этом серьезные изменения произошли в потребительской корзине, и немаловажную долю занимает расходы на коммунальные услуги, в том числе на потребление газа тоже. Когда наблюдается снижение мировых цен на энергоносители, на нефть, газ, и, естественно, наше население, наше общество ожидает соответствующего снижения и у нас. Аверчук пообещал, что Россия рассмотрит это предложение. Проблема уже обсуждалась 23 апреля на такой же видеоконференции премьер-министров стран ЕАЭС. И председатель коллегии Евразийской комиссии Мясникович сообщил тогда, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого должно состояться 19 мая. То есть сейчас идет подготовка к этой встрече президентов. С начала года мировые цены на природный газ, которые привязаны к ценам на нефть, действительно сильно снизились. Но Москва всегда говорит своим партнерам по СНГ или ЕАЭС, что цены были давно установлены, поэтому странно пересматривать уже подписанные договора. Проблема в том, что в мире действуют текущие цены на международном рынке, которые могут постоянно меняться, а на постсоветском пространстве нет. В СНГ вообще отсутствуют единые правила ценообразования в этой сфере. В ЕАЭС такая работа сейчас только проводится, и единый рынок газа планируется создать только к 2025 году. Тогда же должны вступить в силу и единые экономико-правовые нормы его транспортировки. Так что пока любые изменения могут вноситься по ценам только по конкретным просьбам, и перед президентом Джейнбековым сейчас встает довольно сложная задача. Преуспели в этом Беларусь и Молдова. Президент Молдовы Игорь Додон уже объявил, что с начала года страна покупала у «Газпрома» 1000 кубометров по $176. Однако соседняя Болгария получала газ у того же «Газпрома» по $140. Поэтому с Москвой проведены переговоры. С 1 апреля цены снизились на $10-15, а с 1 июля цена газа для Молдовы должна достичь $135 за 1000 кубометров. Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже добивается снижения цен, ссылаясь на то, что во время кризиса Россия продавала газ Германии по $80 за 1000 кубометров, а Беларусь покупала по $127. Поэтому Минск просил установить цены ниже $100. Мировые цены на нефть упали ниже нуля 20 апреля, но с тех пор фьючерсные цены уже снова поднялись до $23-30 за баррель нефти WTI. Кыргызстан покупал газ у Узбекистана несколько лет назад по примерно $250 за 1000 кубометров, но поставки постоянно срывались, поэтому в 2014 году Кыргызстан продал «Газпрому» свою компанию «Кыргызгаз» за $1 и полностью сдался на милость российской компании. Цены с тех пор упали, и сейчас «Газпром» покупает газ у Узбекистана примерно на $100 дешевле, чем продает тот же газ Кыргызстану. Во время вчерашней видеоконференции прозвучала также просьба использовать свободные средства Российско-Кыргызского фонда развития для финансирования бизнеса в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса. На первый взгляд странная просьба, ведь председателем правления фонда является представитель Кыргызстана, а в правление входят 3 человека от Кыргызстана и 2 от России. Но высшим органом фонда является Совет, который возглавляет замминистра финансов России, а входящие в этот совет министры экономики и финансов Кыргызстана подчиняются российскому замминистра. Кроме того, 2 заместителя председателя совета, оба представители России. Но главное в том, что уставный капитал фонда в размере $500 миллионов безвозмездно выделила в 2014 году Россия, так что приходится только просить. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.